24 это проект «Испытано на себе». Сегодня мы будем учиться дайвингу. И поможет нам в этом инструктор по дайвингу Сергей Соболев. Сергей, приветствую. Приветствую. Ну, во-первых, обратите внимание, какая у меня увесистая папка в руках. Дело в том, что человек, который учит вас такому серьезному процессу, как дайвинг, он должен быть сертифицирован. Настенные сертификаты, что я являюсь инструктором. Двух систем была НДЛ, сейчас это КМАС. Ну, то есть, наоборот, КМАС мы были первые, это основано еще Кусто. Это сертификат, что прохождение курса обслуживания снаряжения. Есть официальный дилер. Значит, такой сертификатик мы даем по окончании погружений. Каждому участнику пробному, кто проходит курс, получает соответствующий пластик. Помимо всего, есть еще различные сертификаты. То есть, это вот пловец 3 звезды и пошли инструкторские корочки. Они как права водительские, то есть есть фотография, есть личный номер и есть инструктор, который обучал меня. То есть можно есть с кого спросить. То есть это вот массовские и есть НДЛ-шные сертификаты. То есть это уже действие сегодняшнее, как говорится. Мне кажется, у многих людей нет такого большого количества скидочных карт в магазины, как у Сергея. Здесь огромное количество различных удостоверений. Подтверждение сертификации, подтверждение классности уровня подготовки. Да, ну без этого никак, потому что это очень серьезный такой процесс, да, дайвинг. Да, в некоторых, мы, во-первых, попадаем в среду враждебную для нас. То есть человек же не живет под водой, человек живет на воздухе. И среда подводная для нас враждебная. Тем более, чем глубже мы уходим, тем больше на нас возникает цепочка всяких различных водолазных болезней, декомпрессионных и прочих вопросов. Друзья, ну а сейчас мы уже переходим непосредственно к практике. Практическая часть, первое, это, наверное, знакомство с оборудованием. Знакомство с оборудованием, это однозначно. Значит, и начинается оно, как всегда, непосредственно с маски. Да, у нас что? Первое, что люди придумали, это погружать. Всегда хотели лезть под воду, потому что человек такая зараза, что ему все интересно. То есть, и есть сведения, допустим, 3 век до нашей эры, это японские пловцы, ныряльщицы за этим жемчугом Ама, да, у них первые были панцири черепах, зачищенные до прозрачного стекловидного состояния, соединены и, как обычные очки. То есть они одевали, чтобы что-то видеть. Впоследствии маски эволюционировали, то есть есть моностекольная маска, есть вот двойная, чуть-чуть запотела, но оттает в воде. Значит, чем хороша такая маска? Есть вот 2 кнопочки, она разбирается, ставятся сюда оптические линзы. То есть у кого плохое зрение, он подобрать под себя может вполне нормально. Ну и требования для подводной: обязательное стекло, обязательное с буковкой Т или Temperate, вот как она здесь стоит, Т-шка. То есть оно каленое стекло, при разбитии оно не бьется в мелкие осколки, оно бьется, осыпается, в глаза не попадает. Закрытый нос, проверяется маска, просто прикладываем к лицу, задерживаем дыхание, придавили, и у нас какое-то время фиксируется. То есть, значит, она к нам абсолютно подходит. Да, бывает, присоединился, она падает, то есть берем другую, нормально. Особо сейчас все в силиконом. Есть прозрачный силикон, есть черный силикон, но как бы на вкус и цвет тут разные цвета. У меня какой-то девчонка покупала снаряжение, говорит, у меня ласты розовые, мне надо розовые маски. Мы подобрали ей розовую маску, чтобы все. Есть полнолицевые маски для холодной воды, для профессиональных водолазов, то есть там и связь ставится, и все. Но любителю достаточно обычная полумаска или маска подводного плавания. Еще не взял я, для бассейна она как бы не нужна, бывает трубка. И одевает человек ласты для передвижения более экономичного и более быстрого, под водой. То есть все вместе, это называется комплект номер 1. То есть ласты, маска, трубка. Это база, да? Плаваем мы в воде долго, замерзаем. Придумали костюмы. Раньше одевали свитер, обматывались полиэтиленовыми пакетами. Серьезно? Да, было такое, это 80-е, 70-е годы. Упаковывались, и чтобы дольше себя быть. Сейчас придумали неопрен. Есть костюмы мокрые, есть костюмы моно, то есть полностью от пяток до. Это и костюмы сухие, исключающие попадание в воду. Герметичная молния, манжеты на шее, манжеты на руках. То есть есть. Ласты, понятно, для передвижения. Есть на открытую ногу, то есть под ботинки, под носок. И есть калоши под конкретный размер. Как вот лежат, наверное. Значит,
человек плавал, под водой хочется быть дольше. Товарищ, всем известный, наверное, Жаков Кусто, запатентовал. То есть они с Эмилием Ганьяном, с инженером, в 1946 году не придумали, они запатентовали. Потому что водолазное дело у нас изучалось с 1836 года. 1836 год были водолазы. Но их было 500 человек на всю планету, они ходили мы водолазы. Это которые запаковывались в такой... Да, большие скафандры, вот, тяжелое это снаряжение, трехболтовка тогда там пошло все. А Жак Кусто придумал редуцировать. То есть они взяли баллон под высоким давлением и придумали систему понижения давления. То есть раньше у него был один регулятор, сейчас сделали первую, вторую ступень. То есть непосредственно одна ступень у нас понижает давление до 10 атмосфер, то есть в баллоне 200, здесь на выходе 10. И вторая ступень дает нам столько воздуха, сколько нам необходимо на данной глубине. То есть, проще говоря, он нас надувает. То есть мы на глубине 1,30 м испытываем давление 30 килограмм. То есть это вот такое ощущение, что лечь, положить себе гирю на 30 килограмм. Это 1,30 м? Это 1,30 м, да. Ага. 30 килограмм поставить на грудь и попробовать подышать. То есть у нас вот здесь мы за счет межреберных мышц, за счет опускания диафрагмы мы спокойно вдыхаем. Тут мы даем позыв на вдох, и он нас просто надувает. Открывается клапан, то есть нас как банку воздухом легкие наши заполнили, и клапан закрылся. А нам остается под водой только сделать выдох, и все. То есть и чем, допустим, на поверхности у нас 1 атмосфера, на глубине 10 метров нам надо уже 2 атмосферы. Это как давление в колесе автомобиля. Она автоматически регулирует это? Он регулируется автоматически абсолютно. То есть подачу нам, поток воздуха, он за счет давления окружающей воды, тут нажимается клапан, там дается легкий вдох. Я себя ловил на мысли, что где-то метрах на 20 даже языком закрываешь хватит мне воздуха, да. Сильно надувает? Да. Поток убирать экономишь. Вот. Впоследствии что? Придумали жилет-компенсатор к баллону. То есть это уже от того регулятора, который придумал Кусто, аппарата вообще в целом. Это уже прадедушка получается, да? То есть вот придумали жилет. Жилет, он называется компенсатор плавучести, он помогает нам быть на поверхности. То есть есть кнопки пульт управления, надувает, мы всплываем, и кнопка стравливания, она стравливает воду. То есть помогает, опять же, нам в толще воды, мы нырнули, нас обжало, мы потеряли плавучесть. Добавили в жилет воздуха, мы восстановились и висим как в нейтральной плавучести. То есть сам дайвер, он настраивает, чтобы... Да, настраивает себя, плюс еще учет вдоха. Мы упражнения на глубине попробуем. Как себя вот за счет легких поднимать, опускать. То есть, как рыба висишь и такой плывешь. Вот. Значит, тут скажу для наших, скажем так, северных товарищей. Вот сборка техническая, чуть-чуть неправильная, но это для погружений под лед, для погружений в пещеры у нас есть дублирующая система. То есть, во-первых, воздух с основного мы дышим, есть опасность замерзания. Значит, в этом случае мы закрываем регулятор и переходим на запасной. То есть это уже более безопасно. Это более безопасная, да, она дублирующая система. То есть здесь мы на основном дышим, он замерз, рукой дотянулись, закрыли, здесь специально открыто оба вентиля и перешли на другую систему. То есть уже спокойно вышли. Это зимние погружения, да? Это зимние погружения, да. То есть, есть вероятность, что прямо может замерзнуть клапан? Они замерзают. Это минут 20-15. И выходишь, здесь такой сантиметровый слой льда. Прям вот за счет. Казалось бы, под водой у нас плюсовая температура. Плюсовая вода. Но кислород сжатый, и он охлаждает еще. Да, когда мы его вытаскиваем, вдыхаем, перепад давления, он холодный становится. Ничего себе. Да, такая. Пещерники тоже. Сейчас уже новое направление называется side mount, то есть, как по-буржуйски, да, это хранение по бокам, да, маркировка с двух сторон. То есть специальный жилет, и мы баллон цепляем один сюда, второй сюда. То есть, хочешь с одним баллоном на спину, да, хочешь с двумя, хочешь с тремя. То есть как бы воздуха больше, компактнее, удобнее.
Ну, это тоже придумали пещерники. Там я смотрел, там вот такая дырочка, через нее баллон, потом сам в каске, потом еще баллон, там кошмар. Я вот туда не полез никогда. Даже без воды. Да-да-да. Вот. Ну и самое главное, да, мы поскольку одели костюм, мы еще себя притапливаем грузами. Значит, груз, что у нас? Ну, стандартно берем по Ничего себе. 2 килограмма, да, каждый, вот 8 килограмм. Значит, рассчитывается не по весу человека, а за счет толщины костюма, плотности воды. То есть соленая вода, она более плавучая, да. Я всегда в Таиланд приезжаю, как бы так, пояс одел, прыг, и такой, one stone, please, еще дайте мне камушек, добавится. Сколько был, столько всегда начиналось с этого, дайте мне еще один. То есть плотность меньше... так, соленая вода, она Соленая вода, она более плотнее. плотнее, и тебя выталкивает, наверное. Пресная больше тебя погружает. Сигналы, по которым мы общаемся. Поскольку у нас в зубах регулятор, мы общаемся руками. Вопрос-ответ. Все в порядке, окей. Правой, левой, без разницы. Вообще все классно двумя руками, да? Большой палец вверх, хочу наверх или давай всплываем. То есть не надо путать. Все классно, классно. Для меня это сигнал, спасите, помогите. Это наверх уже 2 раза, да? катастрофа, да. Вот. Ну, вниз, то, естественно, погружаемся. Что-то не так, проблема, поболтали рукой и что? Либо ухо, либо там маска запотела. То есть, ну, указали проблему. Ну и, в принципе, направление движения. Ну, больше нам для бассейна, в принципе, хватит. Акулу мы здесь не увидим. Посмотри, акулу. То есть, ну, в принципе, основные такие эти. Ну и что еще? У нас изменение давления. Мы чувствуем где-то с метра, с полутора давление на уши. Во-первых, давление воды, во-вторых, внутренние наши полости, они тоже воздух сжимается. И за счет этого, что барабанная перепонка начинает внутрь входить. Чтобы компенсировать, мы нос прижимаем и делаем легкий выдох. То есть создать давление внутри себя. Можно попробовать, в принципе. Не надо так, чтобы глаза вылетали там прям. То есть почувствовал, когда как в самолете, да. перепонка. Вот, при самолете, при посадке. Есть такое. Можно челюстью подвигать, там, ну, есть различные методы, в принципе, база. Не проходит ощущение. Показали проблема уха, поднимаемся, вот, допустим, с этой стороны, с этой глубины, сантиметров 30-40. Буквально привсплыли и пробуем опять погрузиться, опять продуваемся. Во время всплытия мы ничего не делаем, у нас все это регулируется автоматически нашим телом. Поэтому вот основной такой нюанс. Ну, а дальше на воде. Хорошо. Еще такой вопрос. Всплываем мы с помощью жилета или мы настраиваем таким образом, чтобы можно было самому регулировать, допустим, ниже спуститься и всплыть наверх? Скорости погружения у нас ограничивается только нашим физиологией ушами. То есть там можешь лететь, хоть глазками вниз себя загонять. То есть чисто физиологически. А скорость всплытия у нас регламентируется именно декомпрессионными болезнями. То есть не более 10 метров в минуту или не опережаем собственные пузырьки. То есть, ну, большие улетают, а с маленьким там выбираешь и вместе с ним спокойно поднимаешься. Есть компьютеры, которые там пищат пипи-пипи, превысил скорость всплытия. То есть, ну, у нас, как говорится, два проблема. Это задержка дыхания, что категорически нельзя делать. И второе, превышение скорости всплытия. То есть вот две главных опасности, которые нас поджидают. Больше, ну, дальше есть еще, но это уже в рамках смысла. Да, ну, конечно, это такая обширная тема, что и главное, столько информации можно и не запомнить, да, все равно нужно повторять. Вот, поэтому сейчас давайте уже, наверное, начнем надевать на себя оборудование и переходить в воду. Испытано на себе. Чуть на себя положили, чтобы с силой тяжести не бороться. Как-то странно, да, что, ну, чтобы пойти плавать, нужно навесить на себя груз. Затянуться так. Все вроде. Маска. Маска. И идем.
Так, ну вот мы и в воде. Вооружаемся ластами. Значит, ноги нету правой и левой на любую. И, да, одели и подтянули, как нам надо с обоих сторон. Расстегиваем липучку, все вот эти шланги выкидываем за берег. Баллон у нас снизу, ну и как, в принципе, как любой рюкзак, одели одно плечо, одели второе. Чуть-чуть его подставим. Есть. Находим вот эти липучки теперь по животу себе. Так, липучки. Она должна быть выше ремня, да? Выше ремня. Есть эти, ну, пряжки, как на рюкзаках, они все затягиваются. То есть застегнули. А она у меня где? Вот она, ага, они затянуты. Так, да? Есть. И вот два колечка боковые, ну как обычный рюкзак, его затянули. В принципе, все, он на нас висит спокойно. Регулятор, наша дышалка. Наклоняемся вправо и рукой круг назад, поворачиваясь. Вот он у нас шланг пришел. Значит, не стараемся искать саму дышалку. В случае будем ее искать, она будет где-нибудь здесь плавать. То есть в голове должно сидеть, что я нашел шланг, по шлангу я всегда к ней приду. То есть поэтому это одно из таких упражнений, что я нахожу ее. Ну и как базовое, значит, не закрываем глаза, подключаемся к регулятору, в него вдох, зубами захватили резинку, откусывать не надо, губами плотно сам регулятор. И вдохнули, в него же выдох. И то же самое, 2-3 выдоха, вдоха. Ага, лицом в воде. Глаза, нос, ну, можно закрыть. Да. Я вот так и жила, Ну, Очень необычно. очень необычно, да. Сейчас организм сопротивляется, если честно. Вдох надо, ну, как спокойный. Ага. Спокойный вдох подышать. То есть это вот одно из хитрых упражнений, оно подводит к дальнейшему. Очень непривычно. Очень непривычно, да. Теперь можно уже вооружаться маской. Так. Самый главный секрет водолазный, говорим только в воде, чтобы маска не потела. В нее плюнули, из души доставать не надо, просто слюной размазали все это дело. Обязательно сполоснули, чтобы на наши пузырики не смотреть. И маска теоретически должна не потеть. Ага, просто плюнь туда. Потому что, да, в слюне есть щелочь, она как антизапотевающее средство работает. Да? А сильно туго не надо. Есть Так, наверное, лучше сначала расслабить, да? почти, да, готовые. Нажали, потянули. Ага. Она как бы в воде она прижмется. На поверхности, ну, как бы висит, но не должна давить шапочку. Шапку чуть. А, повыше? Ой. Ляшу. Ага. Ну и по комфорту. Как бы она плотно, но достаточно свободна. Ну, вроде да, нормально. Вроде да. Ага. Ну, дальше можно погружаться на этой глубине. Первое одно из упражнений, что задача лечь на живот. Подключаемся к регулятору. Значит, у нас есть что? Пульт управления. Боковая кнопка беленькая, она надувает нас. Можно попробовать, да? И торцевая, она воздух вправляет. Не брызгает. На камеру не попал? На камеру не попал. Вот. То есть погружаемся мы вертикально вниз, стараемся, чтобы воздух весь вышел в верхнюю часть. То есть, как бы можно что, на одно колено. А это не время? Это, конечно, дышать-то нечем. То есть легли, подышали, обменялись сигналами и потом приподнимемся.
Так, у меня стала в нос попадать вода. В Ага. маске. Вот, натянуть надо. Вот, во-первых, натянуть, во-вторых, есть усы, вода будет попадать. В принципе, она в маске вода постоянно болтается, мы ее запотела, залил, полоскал, вылил. Чтобы вылить, мы вверх маски прижимаем, и есть немножечко так переключить себя. Мы вдохнули ртом и носом сделаем выдох. Да, маску. То есть задача воздух, выдыхаемый нами, вытесняет воду. Вверху прижато, а снизу свободно. То есть, вот, вниз выходит. Здесь сила тяжести на поверхности, да, мы налили, вылили. Под водой она за счет нашего выдоха. Сейчас. На мелкой глубине это все вот такие вопросы закрываются. То есть усатых дайверов редко можно встретить, да? И с бородами ныряют нормально. То есть как бы. это. Я, говорит, привык постоянно. Ну это вот два базовых упражнения, что отключиться, заключить, подключиться и продукта маски. В принципе, это как это буква А в букваре. То есть, вот, обязательное упражнение, которое в мелководье отрабатывается. Ну, в принципе, сейчас мы можем идти на погружение. Уже, значит, напоминаю про ушки. Чувствуем давление, продулись. Что-то не так, изменили глубину. Буквально что, либо рукой махнули, себя подняли, да, ластами не забываем работать. А то есть люди плывут руками, ласты нет. А при нашем вот этом объеме сейчас с баллоном, то есть ласты нам очень помогают. Главное, когда ты погружаешься, вот, ты не знаешь иногда, что делать вообще. Потому что, вот, допустим, первый раз, когда я пошел, меня начало вот так вот загибать просто, как это, как даже не рыба в воде, а как... Да, есть рекламные плакаты, что почувствуй себя космонавтом. Потому что космонавты, они тоже тренируются под водой. То есть там они невесомости, здесь они под давлением, но то же самое замкнутое устройство и трехмерное. Мы на пальце сейчас постоим, поджимаемся. То есть в шаолине изобразим. Там покувыркаться можно спокойно вперед-назад. Мы в трехмерном пространстве полностью. То есть там свобода совсем другая. Классно. Так, ну что, поехали. Поплыли.
И стабилизируемся. Оп. Надуваемся. Ох, вообще. Я там чуть-чуть немножко паники было. Но. В общем, Вышли в открытый космос. да. Ну вот там, когда спуск, а он же там не резкий, а такой, чуть как горочка такая. У меня как-то ласты зацепились, и я сдул жилет, меня начало вниз тянуть, и давление пошло. Ага. Вот то, что Сергей рассказывал, за штуку 30 килограмм. Да. И я начинает у меня какое-то небольшое опять непонимание, как это все работает. Я продолжаю дышать, вроде все нормально. Ну, успокоился и потихоньку иду сюда. Ой, ну это нелегко, да, потому что, ну, с непривычки, наверное, потому что за аквалангистами, когда наблюдаешь, под водой они как птицы, да? Да. Все с легкостью. Все легко вроде, все. А на самом деле вот эта плотность воды, давление. Причем даже когда поднялись чуть-чуть выше, Ощущается. сразу, то есть это не как вы там в самолете летите, там взлетели, там, уши прошли и все. Ага. А тут при любом вот этом чуть-чуть метр выше, метр ниже, уже уши снова как бы вот задавливают. Мы 10 километров атмосферы, да, это одна, ну, 760 миллиметров ртутного столба, да, Ага. или же одна атмосфера, 1 бар. И 10 метров воды у нас тоже 1 бар. И вот 10 метров считается самой опасной глубиной, когда в 2 раза все у нас повышается. То есть дальше идет там в 1/3, в 1/4, ну, чем глубже, тем меньше изменения. Ага. А тут прямо резко, что на всплытии эти 10 метров дают массовое расширение всего там, да, с того погружения мы сразу и уши, и обдавливает нас, обжимает везде, где надо. То есть, ну, где не надо, то есть, ну, Надуваемся. Надуваемся. О, Сложно? звезданулся. Там больше, когда назад руками, а когда вперед ластами. Тут тоже такая. Еще нюанс такой. Мы когда, ну, передачи снимаем исключительно на себе, и все, что происходит, комментируешь, да, ну что такое, как эмоции и так далее. Тут я ловлю себя на мысли, что хочу сказать, но сказать-то не могу. Это маска. Да, я, получается, начал переворачиваться. Ты ластами погреб, и ты вот горизонтально, получается, идешь. Да, начинаешь голову запрокидывать, а тут уже Я вот так вот там просто вертикально стал. Да, супер. Ну, как бы в море есть на что посмотреть. Обычно там дайв-центр выкладывает какой-то маршрут. То есть ты плывешь, тут краб живет, уже прикормленный, там каждый вечер ты кидаешь. Тут рыбки, прикормили до того, что на скалу приплываешь, просто начинаешь стучать, тут рыба приплывает. Типа, ну, мы мидии кормили, и вот постучал, она прилетает, как собаки такие, ну где пожрать-то? То есть это, вот нету, я там с маской, трубкой плавал специально, никого нету. Подплываешь, тук-тук-тук, нету. Приходишь с баллоном, она слышит, что ну, пришли дайверы, все, принесли нам еду. То есть вот обученная, откуда-то раз нарисовалась там стая огромная. То есть, и ход ты делаешь уже непосредственно там человек рыб кормит с руки, то есть, команда. Вот. Ну тут веселухи такой, ну, только чувствуй себя космонавтом, да. Да, получается для обучения, ну это самое то, да, то есть бассейн. Комфортные условия, нет что, выплыли, то есть можно бортик, можно за дорожку подержаться, то есть как бы, что-то не получается, вышли вот на мелкую часть, то есть уже вот работали. А вот ты же такой опытный инструктор, вот, например, в среднем человек, новичок приходит, и за сколько занятий он может уже, ну, самостоятельно, уверенно. В третьем, четвертом часе, это вот второе, третье занятие, он уже прям все, его наоборот, если группа там 3 человека, первое занятие они все сидят, то там третий, четвертый час упражнение показал, первый выполнил, уже куда-то полетел. То есть он освоился, он типа, что вас ждать, я пошел там. Вот. А первое они все там прям запоминают, все повторяют по очереди. Да, но я их понимаю, потому что сейчас вот ты когда под воду, это вот реально шоковое состояние, да? То есть ты под водой, это бывают такие сны, когда ты, ну вот у меня бывает такое, да, под воду заходишь, и ты задержишь дыхание, это сразу автоматически
И вот здесь то, что можно дышать, ты уже потом понимаешь, потом уши давят. То есть все вот очень много мелких таких нюансов, которые тебя немного с толку сбивают. Здесь золотое правило никогда не задерживать дыхание. Вот оно прям идет. Даже запрещают совмещать подводную охоту, то есть когда я на задержке ныряю, непосредственно с дайвингом. То есть если я с утра пошел стрелять рыбу, то я вечером или в течение дня не ныряю с аппаратом. То есть, чтобы в голове у меня не отложилось, что я под водой и нет. И как бы привычка такая, что под водой можно дышать. Все. Ну вот, а был парнишка казах, то есть в Крыму, и вот на мелководье зашли тоже, вот так подыши, вроде все нормально, давай погружаться, он нет, не могу. Что такое, он уже, да сейчас, ну, стоим по грудь, что говорю, ну на дно лечь-то. Он раз, я КМС по боксу, я смогу, я же КМС по боксу. Ну все, у него получилось, в итоге все зашли. Но вот отложилось в голове, что у него тоже вот какое-то психологическое, ну, вот парень со степи, конечно, казах, то есть вот он, КМС по боксу, я же все могу. Действительно, надо собираться мыслями. И главное не паниковать еще. Вот. Да, паника, Да. тоже враг. Ну, стандартная процедура, раз мы были под водой, достигли глубины глубже 1 метра, получается памятный сертификат о погружении. Спасибо вам. Именной. Здорово. Сергей, спасибо большое. Надо поблагодарить Сергея Соболева. Сергей, желаю тебе благодарных учеников, да, и чтобы такой водный сезон он не прекращался. Был, особенно в наше якутское лето, да, чтобы было иногда потеплее, немножко подлиннее. Ну, а нашим телезрителям желаем успехов и напоминаем, это был проект «Испытывал на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч. Пока.